Так, ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 16 марта 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube. На канале в YouTube Реалити и на канале Аслан Арцуев в TikTok. Друзья, сегодня у нас снова незапланированный дневной стрим без конкретного расписания. Время сейчас 16:24 по Берлину и 17:24 по городу Джохару, друзья. Ставьте лайки, друзья, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Итак, стрим у нас не запланирован. Но зато сегодня будет мощный стрим. Я так думаю. Так, одну минутку. Сейчас мы тут все настроим. Чем больше лайков, тем больше зрителей, напоминает TikTok. Валейкум салам, Миша Магнус. Валейкум ассалам. Un momento. Давайте я вам расскажу, друзья, за прошедшие сутки, сколько уничтожено террористов на территории самой Украины. Ну и потом обсудим все остальное. Задавайте вопросы, пишите ваши комментарии. За прошедшие сутки ЗСУ уничтожили 1160, уничтожили и ранили 1160 оккупантов, 21 танк, 24 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, 2 антиаэркрафт, 14 БПЛА, 2 крылатые ракеты, 31 автомобильная техника и цистерны и 1 спецтехника. На 16 марта 2024 года. Слава ЗСУ! Слава Украине! Так. Маршал Хульсан, Адели Сала Маршал Хульсан Сехо, Маш. Так только начали, Миша Магмус, только начали. 3 минутки только в эфир вышли. Мне, знаете, когда Ахмад Силас к нам зашли, пока вот собираетесь, давайте еще Ахмад Силасов обсудим. Это, по всей видимости, русский мне пишет Ахмад Силас. Джонас Филман с ником, ну, левыми никами, как обычно. И одно дело, когда об этом кричат чеченоговорящие Ахмад Силас. Ну, это их главный идеолог измены и предательства. И это их защита Ахмад Силас, путь Ахмад Силаса. Ну, когда русские говорят или пишут, это вообще бывает прикольно. Он вас призывал уничтожать, понимаете, как можно больше. Мне, 17-летнему подростку, он тогда призывал нас, мне лично, с экранов телевизора, он призывал нас лично всех уничтожать как можно больше русских. Он говорил, нужно чеченцев 1 миллион, а русских 150 миллионов. Ну, пропаганда говорит, что у вас 150, на самом деле 90 россиян. И он говорил, каждый чеченец должен убить 150 русских. Понимаете? Каждый чеченец должен убить 150 русских. Не тех, кто с оружием пришел, не так. Вообще русских просто уничтожать русских должен. И теперь он у вас Ахмад Силас. Ну что ж, поздравляю, русские. Вы выродились, вас уже не осталось. Понимаете?
Так. Ты можешь писать на немецком, Джонас, ты можешь писать на французском, но то, что ты холоп, это видно, даже хоть с американским ником и немецким шрифтом, ты немецкими буквами ты пишешь. Так. Да, Игорь, к большому сожалению, да, русские стали терпилами. Ну, на самом деле, русские были терпилами. Давайте исходить из того, что русский сам по себе – это терпило. Не обижайтесь, вот мне просто слово я повторяю, потому что вот человек тут написал слово терпило. Но это так и есть. Русский, вы сами говорите, долго запрягает, то есть долго терпит. Долго-долго терпит. А это терпилы только терпят. Это раз. А во-вторых, потом быстро едут. По поводу быстро едут, мы пока так и не увидели, как быстро русские едут. Мы видим только то, что русские терпят. Их на войну отправляют, на КГБшную имперскую войну, из которой они получают только обрубки ног, рук, ну и черные пакеты для мусора. Вот что они получают. Поэтому, ну, как-то так, друзья. У вас на самом деле, ну, все не очень хорошо. Так. Рад вас приветствовать. Всем привет. Хорошего стрима и вечера. Домити, здравствуйте. 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 Джонас, ты спалился? Джонас, ты спалился? Могилизация. Совершенно верно, Иришка. Так они вроде выигрывают. Нет, я просто новости от тебя узнаю. Кто выигрывает? Украинцы выигрывают? Конечно, украинцы выигрывают. Конечно. Ну, дело в том, что идет война. Россия бросает огромное количество людей. Только что вот ЗСУ нам сообщили о более 1100 убитых и раненых за сутки. Обратите внимание, за сутки. ЦРУ нам недавно, Уильям Бернс нам сообщил, что 315 тысяч уничтоженных и раненых русских оккупантов, российских оккупантов. Поэтому, ну, как-то так. И да, есть успехи, конечно, гибнут и украинцы, и Россия бросает все новые и новые силы. И война очень ожесточенная. Но выиграть Россия не сможет эту войну никогда. И Россия это знает. Понимаете? И если вы не тролли, которые мне тут пишут, если вы на самом деле думаете о русских, если вы заботитесь о России, о русских, то вы должны просто понять, что вы эту войну не выиграете. Понимаете? Не выиграете ни при каких условиях. Это же купленная война, говорит, чтобы популяцию сократить. И тех, Россию не победить. Так, Иришка, давайте разбираться. Вы тут с бельгийским флагом, я смотрю. Вы, наверное, тут да, в Бельгии, да? Если я вас правильно понимаю. Давайте разбираться с вашим вопросом. Война купленная, чтобы популяцию сократить и тех. Типа русских и украинцев нужно сократить. Тогда давайте исходить из логики. Куплена она кем и чем она куплена? Если одна сторона у нас Украина, другая сторона Россия. Россию представляет у нас Владимир Владимирович Путин. Правильно? Русский Фредди Крюгер Патрушев. Правильно? Эти люди уже 25 лет находятся на самом верху российской властной иерархии. Эти люди собрали огромную команду русских патриотов, националистов, там в этом ФСБ, там военных, там и так далее, специалистов
и так далее. Тогда получается, чтобы сократить популяцию русских и украинцев, одна из сторон, это точно, ну, Зеленский, Украина, допустим, купленные, все такое. Одна из сторон, это значит Россия, Путин, Патрушев, вся верхушка ФСБ, вся военная верхушка России, они занимаются тем, что сокращают популяцию своих русских, российских граждан. Я правильно понимаю? Если по логике исходить. Потому что ведь на территории Украины идет эта война, правильно? Русские танки на территории, вот сейчас украинские танки с российскими оппозиционерами на территории России. А в начале все эти 2 года мы видели, как российские танки находятся на территории Украины. То получается, значит, это Путин, значит, уничтожает эту популяцию русских и украинцев. Значит, это он купил, Путин, Патрушев и все вот эти ваши турбопатриоты, которые поддерживают эту войну. Они все, значит, купленные и уничтожают популяцию. Я правильно понимаю? Объясните мне. Салам, Казахстан, салам. Ну что, куда ты делась? Hainochu oma sögöttu ja dergöttu stranneksi. Sögötte Schwarzare hus irvarissa delde odinen damelo bihol угроза ты лучше. Хасан ирвацерсо анонимвал. Дела. А дальше халан sögöttu остодо разобрались мы. Дальше халан хуалвертер. Александр Бергман. Да масоны купили уже, почему-то не все сообщения проходят. Нет, масоны, может все-таки не масоны, а кальсоны купили все. Значит, получается, ваш Путин и Патрушев это кальсонские, масонские люди, которые продают и покупают. Так все, так получается. Вы мне объясните, я, может, просто не понимаю. Если вы мне объясните доходчиво, может, я пойму. За 20 лет назад уже. Это они приготовили. Что приготовили? 20 лет назад Путин, который ваш святой царь и все такое, значит, Путин с первых дней был таким вот предателем, продажной сукой. Так получается. Просто вы его так до небес возносите, до сих пор даже за него там люди, мне тут комментарии пишут, вот мне тут один Джонас пишет, меня оскорбляет тут по-всякому. И пишет, что он, Путин, это самый крутой человек мира. А вы говорите, что он продался масонам, и теперь он популяцию русских и украинцев сокращает вместе с ними. Нужно с этим вопросом разобраться. Ой, ах, вы мостарши флаг шунди хонтия. Странник, вы мостарши, я те мюжгши мострибуешь. Ките, мюжги буй, теперь мострибуешь. И Ичкери Байрхаю, и Америки Байрхаю. Это враги России, а не наши враги. А ты россиянин, по всей видимости. Поэтому у тебя вот такая ассоциация. Валейксалам, Айсман. Россия страна господ и страна рабов. Ну, это понятно, что они. Но вы мне объясните, это Путин, значит, уничтожает русских и украинцев, продавшись масонам. Ну, или кальсонам, кому он там продался, вам виднее. Невероятно просто. Ну да ладно, не отвечайте, ну не отвечайте. Россия мощная страна, ты чё? Ну, что значит мощная? Ладно. Он с ними в десна. Ну все, значит все. Ириш, ваша позиция понятна. Значит, Путин предатель России, Патрушев, потому что тоже предатель России. Один Путин же ничего там не решает, правильно? Патрушев, это все большие чиновники, и они уже 25 лет в одной команде. Шойгу, все они предатели России. Я правильно понимаю, Ириш? Вы мне вот объясните, Иришка, чтобы точно все, вообще вопросов нет. Ваша позиция ясна.
Все, она логична, по крайней мере, она логична. Что вы мне скажете, россиянцы и русские, эти путинолюбы, на такую вот ситуацию? Все ваше ФСБшное, военно-политическое руководство вашей фашистской Руси продано масонам. И вы сейчас воюете за то, чтобы, за то, что вам масоны приказали. Не то, что Путин, там, Великая Россия, великий русский народ. Нет, нет. Вы воюете ради интересов масонов. У Пескова тут дома во Франции. Ну, конечно, у них много чего было. И по плану, смотрите, это тоже очень путает ситуацию. Вообще у вас во Франции, ну, у них во Франции, потому что вы в Бельгии, у них по плану была следующая ситуация. Большая империя, союз больших империй должен был произойти от Лиссабона до Владивостока. То есть от Португалии, Испании, Франции, Германии и, конечно же, фашистской России. Это должно было стать союзным таким имперским, монархическими, союзным государствами это должно быть стать, империями такими, большой такой союзной империей. Помните, как во время Первой мировой войны, когда Австро-Венгерская, Русская и Османская, Турецкая империи объединились и начали там, ну, объединились, они начали воевать все со всеми и с Европой, и с Западом. Вот приблизительно план был такой, построить вот такую империю. И поэтому, если вы увидите у Пескова во Франции дом, например, или вложенные деньги каким-нибудь, кто там РЖД возглавляет в фашистской России, вот если у него увидите какие-то инвестиции миллиардные в Германию здесь, да, то вы не удивляйтесь, что они продались. Нет, они заодно вместе хотели создать новую империю. Но для России нужен был Киев. Мощная, сильная армия и Киев. Деньги, инвестиции, влияние, все должна была предоставить Германия, Франция, Испания, Португалия, ну, главное Франция и Германия. Потому что Испания, Португалия веса особого не имеют в Европе, как, например, имеет Германия и Франция. А в целом влияние на все, военное влияние, должна была оказывать Россия. Но, увы и ах, увы и ах. Поэтому вы не обманываетесь, что у них дома тут были. Они были заодно. Они не рассчитывали, что Украина окажет такое сопротивление, мир так сильно объединится, Англия и Соединенные Штаты Америки объединят этот весь мир, поведут его за собой и изменят все планы фашистской России и Путина. Понимаете? Поэтому квартиры, дома, они планировали остаться с Европой, они планировали взять эту всю Европу. Еще в 94 году, 95 году Джохар Дудаев говорил, если вы сегодня Европе, которая фактически скормила чеченцев, вот этой фашистской России, озабачиваясь, очень сильно озабачиваясь, да, и Европарламент, и ПАСЕ, и все они просто засовывали, и Турция всячески способствовала этому, спрятал голову в песок, как трусливо, хотя страна НАТО, там большая, мусульманская страна, все такое, ничего подобного. Все они имперцы, и они все скормили чеченцев. Ну, ситуация поменялась. Не получилось у них то, что они планировали. Давайте, друзья, я вам еще почитаю комментарий из Ютуба. Асан, считаешь ли ты свою деятельность плодотворной, наверное, плодовитой, поддерживают ли тебя люди? Да, конечно, я считаю, что меня поддерживают люди, это заметно по комментариям, по тем, как меня поддерживают. Ну вот, да, я считаю, что моя деятельность, ну, конечно, не я это должен говорить, это должны говорить чеченцы, насколько она плодотворная. А поддерживают ли меня? Да, я вижу поддержку. Я поддерживаю. Вот меня волчица поддерживает. Все, кто не находится
фашистской России, можете поставить лайки или написать, что вы поддерживаете. Волчица, доверяй свой ног. Шимет Олег, дошли Мехал, до. Так. Чеченский сионист пишет. Поддерживаем еще как. Да нет. Іван, вітаю, Аслан, всех людей доброй воли. Вітаю, Иван. Американцы твои братья. Нет, Эдуард, американцы не мои братья, конечно же. Я был бы не против иметь американцев братьями, конечно. Но они пока еще не являются моими братьями и даже союзниками. И даже союзниками. Доброго вечера, Виталий, добрый вечер. Пока не являемся союзниками. Но я делаю все, чтобы мы ими стали. Я делаю все, что в моих силах, из моих возможностей. Да. И есть сдвиги, я вам скажу, очень хорошие, очень большие, которые 5 лет назад даже представить было нельзя. Ен, ну ваш комментарий не пропустили. Столько пишут Ян Украина, Жен Украина. Столько комментариев они пишут про Байдена, про там всего остального и с оскорблениями. Эти комментарии проходят. Про Путина она пишет тут плохое. Это не проходит, представьте. Это американский YouTube вообще-то. Про Байдена здесь можно писать, короче, что еще, про кого они тут еще тут пишут. Байден, Америка, Англия, про всех можно писать, что хочешь. Это не проходит. А вот про Путина она словечко одно плохое написала. Словечко одно написала, и все. Не пропустили. Аслан, привет тебе из Новосибирска. Сибирь рулит. Привет от Дениса. Денис, привет, Сибирь. Я очень рад, благодарен, что ты пишешь этот комментарий. Но я напоминаю, Денис, всем своим подписчикам и всем своим зрителям. Друзья, мой канал находится вот вы видите вот эти комментарии, как они сразу забегают сюда и начинают, я еще рта не успеваю раскрыть, они уже начинают работать здесь. Мой канал находится под постоянным контролем, под наблюдением. Пожалуйста, друзья, мне каждый из вас, любой национальности, который разделяет наши взгляды за свободу и демократию, который разделяет взгляды и борется словом, делом, вы для меня ценны, понимаете? Нас очень мало, всех национальностей. Поэтому, пожалуйста, ваша безопасность в ваших руках. Из России не пишите мне, наши единомышленники, не пишите из России. Берегите себя, друзья. Пожалуйста, это нужно, нам всем нужно, не только вам для вашей безопасности, и нам вы нужны. Ойген, Чечня сейчас не свободна. А ты считаешь, Чечня свободна, если там стоят русские оккупанты? Ой, вообще у вас такая интересная логика. Привет из Касселя. Привет, Евгений. Ну да.
Привет из Москвы, Immortal. Привет, привет. Башкортостан свободен. Башкортостан, в отличие от Чеченской республики Ичкерия, подписал соглашение о вхождении в федеративный договор с Москвой о вхождении в состав Российской Федерации. Как это и сделал Татарстан, который наравне с Чеченской республикой долго не подписывал, но потом подписал. И я не знаю, это решать гражданам Башкирии и Татарстана, насколько они свободны или нет. Но то, что они тогда сделали выбор и добровольно признали себя россиянцами и 25 лет находятся, или 30 лет уже, больше 30 лет находятся в составе фашистской России, это я отрицать эти факты не буду. Потому что правда есть правда. Мы, чеченцы, никогда не подписывали с Россией федеративный договор о вхождении в состав Российской Федерации. Мы вышли, соблюдя и Ленинскую конституцию, и Сталинскую, и последнего образца Конституцию Советского Союза, соблюдя международное право, после прекращения существования Советского Союза на всех законных основаниях мы вышли, как все союзные республики, так как еще в 90-м году союзные автономные республики были уравнены в правах. И при всем при этом только в империи, только в фашистском государстве могут делиться субъекты на союзные, автономные, то есть у кого больше прав, у кого меньше прав, решает какая-то там банда фашистов, сидящих на Лубянке или там в Кремле. И мы не являемся частью России. А Башкортостан, да, если исходить из этого, но с другой стороны, Российская Федерация незаконна, и поэтому и Башкортостан может на законных основаниях выйти и послать всех к черту, если он пожелает. Но это выбор башкиров, это выбор татар, выбор якутов. Мы можем только поддержать этот выбор, а не указывать им, что делать или вести их куда-то. Также я не хотел вести русских, поддерживать русских, давайте, русские, вставайте. Потому что за 2 года или за 10 лет, скажем так, вот этой пропаганды, которая ведется на украинском телевидении, пророссийскими, абсолютно прогибнявыми некоторыми журналистами, абсолютно нагло просто ведет эта политика. Я не поддерживал русских, потому что русские, ну, в смысле, не призывал. Потому что русские здесь, оппозиционеры, тоже не призывали. Все рассказывали, что все нормально, или там сколько денег у Путина, не то, что он убийца, террорист, убивает украинцев. Говорили, Крым не бутерброд, там все такое и так далее. Сейчас, когда настоящая русская оппозиция, свободные русские люди перешли границу на танках, с оружием, ведут мощную информационную, боевую часть деятельности, я, конечно, поддерживаю таких людей. Опять же, не потому, что они мои единомышленники. Я даже не знаю их отношения к чеченскому вопросу. Они хранят, как рыба в воде, молчание на эту тему. Видимо, там не все чисто у них, если они так молчат. Может, кто-то воевал у нас дома. И поэтому не признают. Ну, меня удивляют многие вещи, то, что они делают. Но сам факт, то, что эти люди заявляют о том, что они борются за свободу слова, за права россиян, чтобы можно было выбирать, кого хотят, чтобы настоящая демократия была. По крайней мере, они об этом декларируют. Поэтому я их вот поддержал. При всем при этом, как только я узнаю, что они плохо относятся к Ичкерии, не сдобровать им всем. Привет, привет, Андрей. Привет. Так. Андрей, когда тебя не туда потянуло, я смотрю. Так, ВВ Путин, лучше что могло произойти с Русней? Да, не говори. Это да. Путин террорист. Абсолютно так. Как вы надоели. Как вы надоели.
за 6 гривен продался Иуда. Если бы ты знал, как некоторые украинские чиновники не любят меня, ты бы так не говорил бы. Спасибо за подарок. Спасибо, Люд. За 6 гривен. А что, Путин, значит, террорист, а Зеленский что, не террорист тогда? Да, Зеленский не террорист тогда, да, совершенно верно. Зеленский, так вот получилось, что Зеленский ни одного своего украинского дома не взорвал. Ни одного, просто ни одного. Не напал ни на одну чужую страну Зеленский. Он не взрывал метро в Киеве, Зеленский. Негодяй просто. Почему он этого не делает? А вот все это Путин ваш делал. Он ваш кровь пьет, русские. Если вы на самом деле за русских, вы должны понять, что этот человек вас убивает. Не просто он вас обкрадывает, там, это так система учреждения КГБ вас обкрадывает. То, что копили мы 75 лет, наши отцы и деды в советское время, не имея ничего собственности. Не просто вас грабит, не просто вас лишает всего, унижает и так далее. Он еще вас убивает, русские. Блин, я не знаю. Чтобы вы полюбили, надо, наверное, Зеленскому нужно вас убить больше, чем вас убил Путин. Тогда вы, наверное, полюбите Зеленского, как вы полюбили Сталина. Ну и вот, наверное, такова ваша любовь, наверное. Зеленский антитеррор, говорит Ичкерина всегда. А чем лучше американцы? Ну, коротко, если ответить, всем. Чья-то сестра говорит, мы любим Путина и Кадырова. Ну, да, есть такая тема на России, это садомазохизм, когда вы любите и унижаться, и унижать. Поэтому, да, вы, конечно, будете любить Путина и Кадырова. Кадырова, который является таким историческим, знаете, таким навеки вечные примером измены и предательства чеченского народа. А Путин это, ну, классический лжец, циник, лицемер, убийца, садист. И вот это все вот вам нравится. Чья-то сестра, я не завидую таким родственникам вроде тебя. Конечно, американцы всем лучше. А ты сомневаешься, Люд? Ну да ладно. Так. Смотрите, друзья, когда вы пишете комментарии с оскорблениями, как они пишут, их комментарии проходят, а ваши нет. Поэтому вы что-то делаете, чтобы они у вас проходили. Там, ставьте там точечки, как-то делайте так, чтобы это проходили. Дудаев не был религиозным лидером в чеченском государстве. Дудаев был президентом. Религиозным лидером у нас считается муфти. Религиозный лидер считается муфти. И он был как раз вашим, Ахмад Кадыров, который призывал вас убивать как можно больше. Вот Ахмад Сила, шеф-чемпион, пишет чат-сестра. Вот как раз Ахмад Кадыров призывал как можно больше убивать русских. И за это, видимо, они вас так любят. И русские так любят. Ну вот, все опять возвращается к этому. Зеленскому нужно как можно больше убить русских, чтобы полюбили как Путина и Зеленского. Такая логика получается. Невероятно просто. Ну да ладно.
Путин террорист. На него выдан орден Международного суда как на террориста. Абсолютно точно. Хорошо, что напомнили мне это, Жанна. Всем салам, витаю, шалом от 47-й бригады. Владимир Рабинович, салам, витаю, шалом. Слава ЗСУ, слава Украине, слава 47-й бригаде. Кстати, можете вырезать этот кусок. Слава ЗСУ, слава 47-й бригаде. Из 10 15 ботов. Босс Хуга. Да, их забрасывают к нам сюда. И без Зеленского смертность России превышает рождаемость ежегодно на 400 тысяч. Самое интересное, знаете, что даже Путин сам говорит, если мы сейчас не будет у нас много детей, мы закончимся, он говорит. Представьте, он ввязал вас в войну, в которой вы закончитесь. Можете себе представить? Это просто невероятно. И вы это все слышите и терпите и хаваете, понимаете? И он знает, что эту войну он не выиграет. Он ее не может выиграть, понимаете? Весь мир, цивилизованный мир против вас. Вы не можете ее выиграть. Ваша экономика дышит на ладан. Вы только схемами, которые там обходят санкции, только благодаря этому сейчас выживаете. Каждый раз, когда вы придумаете какую-то схему, чтобы обойти санкции, какое-то время, месяц, два, полгода вы проходите через эти санкции, завозите, потом происходит перекрытие, узнают, утечка происходит, тут тоже работают товарищи. Вам перекрывают, вы создаете новую схему. И вот таким вот образом вам все обрубается, вот вы прыгаете с кочки на кочку. Так экономика государства не строится, так строится экономика только пиратских каких-то образований. Понимаете? И то в следующий раз вам в 2 раза это дороже обходится. Потому что когда вы с кем-то что-то взаимодействуете, вас выявляют, а тех наказывают, которые вам это делают. Второй раз они с вами уже на контакт не идут, а если идут, то уже это в 2 раза дороже обходится. В 2 раза, или может дороже обходиться. Поэтому все только усугубляется, товарищи. Товарищи россиянцы, все только усугубляется. Ничего хорошего вас не ждет. Путин это прекрасно все понимает. Сейчас идет конкретное печатание денег. Идет сброс всех активов, по возможности мобилизация всего. Заводы, фабрики стоят, нефтяные ваши НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы бомбят. Это только начало. Это только начало. Это сейчас будет по-серьезному. Этот месяц, следующий месяц будет эскалироваться все больше и больше все. Вы это должны понимать. Понимаете? Увы, ах, вы этого не хотите понять. Понятно, то комментарии пишут, вы в безопасности и так далее. Но вы ваших русских туда на войну отправляете. Вот мне пишут, русских убивают совместно там с украинцев, русских совместно масоны, кальсоны вместе их убивают, говорят. Тогда вы помогаете этим масонам, кальсонам, которые посылают эту войну? Почему сказать, мы не пойдем на эту войну? Нам украинцы ничего не сделали. Мы хотим остаться у себя в своей стране, у себя дома. Зачем нам это нужно? Объясните мне, зачем вам это нужно? Вы боитесь, что к вам что? К вам НАТО придет? Так Швеция, Финляндия уже в НАТО. Ваш Путин всегда был за НАТО. Ничего против. У вас в Ярославской, Ульяновской области была база НАТО, когда в Афганистане война шла. Все же было нормально. Или вы думаете, ракеты не долетят, натовские? Натовские ракеты могут перелететь вашу Россию. Причем не вдоль, а поперек могут ее перелетать. А натовские подводные лодки, натовские авианосцы, они могут полностью вокруг, они стоят вокруг фашистской России.
И никаких вопросов нет. Это же обман. Вы же должны понимать, что вас обманывают тем, что какая-то НАТО на вас нападет. Или какие-то там гей-парады у вас будут. Откройте YouTube, Google, посмотрите. Вся ваша эстрада. В Москве огромное количество этих разных клубов. Это тоже обман. Это все легко проверяется, между прочим, что нападение НАТО, что вот эта угроза, что вас насильно выдадут замуж за какого-нибудь там нетрадиционалиста. Вы же все это, легко это все опровергается, легко все проверяется. Но вы почему-то этого не делаете. Для чего? Либо вы тролли, либо вы враги России. В смысле, как бы вы за власть в России, но враги простых людей в этой России. Потому что вы людей в России не считаете за людей. Помните, кто помнит, наверное, когда Путина только-только вот первые выборы, 99 год, 2000 год, когда он только-только избрался, сидят вот Медведев, там Дьяченко, вот ельциновская вот эта семья, вот эта вся вот эта кодла, которая пьет вашу и нашу кровь. И там кто-то говорит, а вот там народ там что-то сделать. И сидит, я не помню, кто это была, Дьяченко это была, или какая-то там, фашня, короче говоря. Она говорит, а что такое? А что это такое? Народ, российский народ. А что это такое? Только что якобы выборы, а без народа же эти выборы, источником власти в соответствии с фашистской конституцией России, является ее многонациональный народ. Так вот, а что это такое, она говорит? Только-только их избрали, все, ставьте, закрыть. Вот тогда нужно было проект Путина закрывать. Что такое народ? А знаете, почему она так говорит? Она говорит, потому что в 99 году, когда Путин был премьер-министром, а Патрушев директором ФСБ, он взорвал свои дома в Буйнакске, где дагестанские военнослужащие проживали со своими семьями. Понимаете? Ничего не сделали эти военнослужащие. Просто засунули голову куда надо дать. И потом в Москве 2 дома взорвали. И дом взорвали в Волгодонске. В Рязани ФСБшников поймали. Поймали за руку ФСБшники. Рязанская ФСБ, Рязанская МВД задержала ФСБ с Москвы, с центрального аппарата Москвы. Вы можете это представить? Кто эти менты и кто эти ФСБшники после этого, если они отпустили их? А глава Рязанского ФСБ сперва который объявлял, что вот мы тут задержали террористов, там 3-е, 10-е. Потом, когда получил приказ, он сказал, нет, я ничего не знаю, я не я, хат не моя. А в итоге его назначили, большую должность получил. Министр внутренних дел, Рушайло тогда был, помните такого ублюдка, который был просто по локоть в крови просто людей, которых он пытал, там жесточайший был человек. Начал выкаблучиваться, говорить, нет, задержали ФСБшников, МВДшники. И он доложил на совещании вот этих слабовиков. И когда он это доложил, Патрушев, помните, выскочил, сказал, там был сахар. Там не было взрывчатки. Теракта не было, это был сахар. Не знаю, зачем ФСБшники в подвал Рязани возят сахар, потом, который возят его на полигон, чтобы взрывать. Так вот, этот Патрушев, Рушайло, получил Героя России. Сперва повыкаблучивался, а потом согласился и получил Героя России. А помните Жириновского? Вашего любимого Жириновского, который так пекся о русском народе, который спросил тогда, помните, был такой Селезнев Геннадий, который зачитал, что произошел взрыв дома в Волгодонске, а дом взорвался только в Москве еще только. Понимаете, за 3 дня до взрыва в Волгодонске ваш председатель Государственной Думы Геннадий Селезнев публично все это видят, все это слышат. Он говорит, что дом взорвался в Волгодонске. В Волгодонске дом взорвался только через 3 дня, а в тот день дом взорвался в Москве. И Жириновский ему говорит, а что это такое? Как это было?
И якобы может показаться, что это такая вот тема, что вот Жириновский за русских. Он же взял и сказал правду. Оказывается, Жириновского сделали заместителем председателя Государственной Думы Геннадия Селезнева после этого. И заткнулся ваш Жириновский. И вы все это видели, русские. Вы все это видели. Вы все промолчали. Офицеры промолчали, военные промолчали, менты промолчали, русские патриоты промолчали. А ведь взорвали русских женщин и детей. Ради чего? Чтобы Путин окончательно, учреждение ФСБ, окончательно захватило власть фашистской России. Более того, ну ладно, захватили власть и захватили. Вас всех сделали соучастниками. Вам сказали, это не ФСБ, это чеченцы, которых вам днем и ночью рассказывали. Чеченский след, чеченский террорист, чеченский бандит и так далее, и так далее. Сказали, это сделал Басаев. Басаев никогда до этого не взрывал ваши дома. Даже когда его всех женщин, детей его, родственников за один день 14 человек убили, он пошел в Буденновск и захватил целый город Буденновск. И сражаясь со своими ранеными и заложниками, пленными, отступил в больницу. Но он никогда не взрывал спящих женщин, детей, стариков. Он не расстреливал женщин, детей, стариков. А тут в мирное для чеченцев время, только еле мы вас выгнали. И вот он едет в Москву и взрывает, посылает людей и взрывает ваши дома. Вы можете себе представить, что это невозможно? И вам говорят чеченцы. И вы, вместо того, чтобы сказать, нет, нет, это не чеченцы, мы знаем, кто это. Да, мы трусы, мы не пойдем на Кремль. Но мы знаем, что это не чеченцы. Мы останемся сидеть с головой засунутой в песок. Но мы не пойдем топить, они не виноваты. Ни один из вас этого не сказал. Я имею в виду офицеров, военных и так далее. Отдельные люди, конечно же, были. Один из них Борис Тамахин, один из них Александр Сотник, который с первых дней освещал и говорил. Тамахин вместе с нами прошел все круги с чеченским народом. Я не прошел круги ада. Борис Тамахин прошел все круги ада. Да, были такие русские, убивали таких русских. Но их было очень мало. Понимаете? И вы нам сейчас рассказываете, что Путин какой-то там великий спаситель. Вы пошли грабить и убивать чеченцев. Ваша армия, ваша вот эта полиция, ОМОН там и так далее. Вы такие зверства устраивали у нас. Вот ссылаясь на то, что мы вас взрывали. Алды, Катар-Юрт, Самашки, там каждый населенный пункт вы устраивали на каждом чеченском районе, вы устраивали концлагеря. Вы пропускали через них всю чеченскую нацию. Вы переломали судьбы сотен тысяч людей. Это миллионная нация всего лишь. 300 тысяч погибло. 42 тысячи дети среди них. И вы сейчас удивляетесь, а почему чеченцы не восстают? А почему чеченцы за Кадырова? А вот весь мир молчал, Европа молчала, Запад молчал. И говорили, ну смотрели, как долго чеченцы вот так кусали ногти и смотрели и думали, сколько чеченцы продержатся. То, что чеченцам помочь, не помочь, спасти, там об этом речи не было. Сколько же, интересно, продержатся чеченцы, да? Весь мир наблюдал. Ну, весь мир, каким он был, такой он и есть. Только некоторые начали просыпаться. А вы, русские, вы же несете ответственность за это. Ваших женщин, детей взорвали. Ваших. Сделали бы это чеченцы, вы пошли бы, нарушая международные права, международные конвенции. Можно было бы еще как-то понять, они обижены, они злые там и так далее. Но мы этого не делали. Нам вообще невыгодно было вас взрывать, убивать. Понимаете? Нам надо было с вами договариваться. Наш Масхадов бегал за вами договариваться, хотел с вами. Это вы его предали, вы его поддержали, перетянули на свою сторону, вокруг него собрали агентуру, по некоторым данным, до 1500 человек. Вокруг Аслана Масхадова собрали агентуру,
всех его родственников, вокруг этих родственников агентуру, друзей, его детей, друзей, его детей там, жен, мужей там, родственников, вот так вы все сделали. А потом вы его кинули. Вы его труп даже не отдали, представьте. Человек, который вам поверил. Никогда ни один чеченец вам больше не поверит. Я удивляюсь, почему он вам поверил. Почему человек, который был рядом с Дудаевым, который был сам полковником советской армии, знал вас изнутри, почему он поверил? У меня в голове это до сих пор не укладывается. Слава Вильнячке, героям слава, героям слава. Россия, впади, Коля, зайди, украинское солнце, Дудаев. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Так, Максим Вирт, РДК сила, говорит. Да, РДК нормально работает. Я сегодня закинул видео, у меня на канале есть. Около 25 человек РДК пленили, разных там товарищей. Поэтому, ребят, россияне, русские, россияне, не чеченцы. Чеченцы, у нас там есть батальон шейха Мансура. Ни в коем случае там Закаев, ни близко не подходите. Пожалеете. Очень сильно пожалеете. Есть батальон шейха Мансура, например. Можете к ним присоединиться, если вы так хотите. И воевать тут. Я к чеченцам обращаюсь. Больше-то к Закаеву близко, если вы подойдете, вы 100% пожалеете. А все россияне, РДК, Легион Свобода России, батальон Сибирь. Милости просим, приезжайте, ребят, оружие валом, специалисты, техника есть, мотивация есть, основания у вас есть защищать свою страну, если вы любите свою страну, Россию там, и так далее. Не империю, потому что имперцев там нет. Войну Россия ведет империалистическую. Мир наконец-то через 30 лет признал, что Россия ведет империалистическую войну. 30 лет мы, чеченцы, об этом кричали. И Россия теперь имперскую войну вести не будет. Понимаете? Больше не будет. Акценты точно расставлены. Самое главное, что нам нужно было, чеченцам, чтобы мир понял, кто такая Россия, что она делает. Мир, я думаю, понимал. Просто у всех были какие-то свои. Ну, кто-то что-то не понимал, может, надеялся, и были какие-то свои, может быть, более важные цели, задачи. Теперь все стало на свои места, поэтому, если вы хотите бороться за свободу России, пожалуйста, РДК для россиян, Легион Свобода России, батальон Сибирь. Полный вперед, друзья. Ну и батальон шейха Мансура для граждан Ичкерии, чеченцев, кто хочет батальон шейха Мансура. Шейх Мансур, слава. Амин, амин. Героям слава. Добрий вечір, Рафаел. Українці за вільну Ічкерію. Дуже дякую, Скіл. Денис, я тебя не увидел, твой комментарий, но вижу, тебе кто-то отвечает. Машоль. Добрый вечер. Амарджоба Генацвале. Грузинским флагом. Так. Белгород это был город. Лесное движение набирает обороты. Дай бог, парни. Вставайте, россияне. Хватит уже, хватит. Dedik duela. Atqaleri mesela değeri söylediniz dedik de duel maşur. Так.
Да-да, подгорает очень сильно. За правду очень сильно. Но это в основном боты. Боты сидят. Говори правду, ответь на вопрос. Какой вопрос? Напиши хоть вопрос. А про Америку что там пишет волчица? А ну пускай тогда идет, да, он лесом, да. Мимо проходим. Валейк салам, карпаркинг. Я просто не успеваю. Вот так много комментариев пишет, я просто не успеваю. Ладно. Короче говоря, те комментарии, которые у вас будут скрыты, я их открывать не буду. Они у меня автоматически уходят. Так что... Еще раз, салам аслан, марадош, орсуа. Салам ашал, ойл чеченский сионист. Аш махал дост. Мы только через час, чуть где-то больше. От армянского народа братский привет. Братский привет армянскому, не пророссийской части армянскому народу. Свободному армянскому, скажем так, народу. От влияния фашистской России. Братский привет. От души. Так. Слава Украине! Героям слава, Тамерлан! Привет, Ингушетия! Ну, лучше не писать, друзья. Откуда вы, что вы, ваша безопасность, друзья, пожалуйста, лучше не указывать. Ассалам алейкум, алейкум, слава. Героям слава. Так. Машволь, Тамерлан. Алейкум, Казахстан. Я уже все про тебя нашла, Бог, проплачены. Знаешь, Инна, самое неприятное, когда ничего не платят, и вы говорите платят. Ну, елки-палки. Нужно кому-то заплатить. Кроме вот вас, которые мне тут донатят, больше никто не платит. Ну, вы сегодня не поверите. Я это делаю ради искусства, для души, понимаешь? Я не за деньги. Уважаемый Асан, вы на правильном пути. Спасибо, Эмрико, спасибо. Я в это верю, я в это верю. Я убежден в этом. С месяцем Рамадан вас. Спасибо, Юсуф, и вас. Где мои деньги, если не платят, где деньги забирать? Да, чеченский сионист. Так, уважаемый Асан, когда к Бандере? Не знаю. Все в руках Господа нашего. Как он решит, так я и уйду. Не волновайся. Ты тоже не задержишься. Не волновайся. Я уже полжизни прожил, максимум. Поэтому все нормально, не волновайся. Асан Вайкич, у нас путь один до конца, до Хвайза Ичкерию.
отлично просто. Сейчас. Что-то у меня подвисает немножко. Ну, Руслан, отлично. Так, вам нужно президиум, Руслан, поддерживать. Я удивляюсь, почему до сих пор там те, кто у нас в Украине, не уходят, а я там с президиумом на связи. Потому что вне политики, а воевать и быть вне политики, ну, это невозможно. Война – это та же политика, только другими средствами, как говорится. Цундейла война тагар чалдахит диезвой. Систем хельез, структур хельез, государственное образование хельез. Это есть, да, конечно, подчиняться всегда неприятно, это тяжело, особенно если у тебя одно видение, как у воина, а у политика другое видение. Ну, политик, он в этом плане, в политическом вопросе, он принимает решения, если он избран народом. Если... А военный должен подчиняться политикам, избранным народом, не просто самозванцам, которые гуляют, я тут, я такой, я сякой. Я бы тоже перебрался в Америку. Есть способ получить грин-карту? Юсуф, у меня Юсуф Халифат. Да. В Америку ли тебе надо с таким ником? Может, тебе в Афганистан? Я не в Америке, я в Германии. Я в Германии живу. Вот. Я в Германии, да. Антоха рассказывает, что армяне, половина армянского народа живет в России. Ну и типа они россияне, и они очень дружно живут. Все дружно живут, такие как вы, сеете раздор на национальную страну России. Говорит. Это значит, я тот человек, который вынуждает вас называть всех черноволосых брюнетов чурками, чернозадами, черномазами, там, как вы там, ну, как, сколько у вас там этих? Это я, наверное, тот, который ваш вот этот самый большой сайт по сдаче, покупке, аренды недвижимости, cian.ru. Это я вынуждаю всех, кто сдает квартиру, писать только не Кавказ, только не Азия, только русским, только славянам и так далее, и так далее. Можно с собаками, но не Кавказ. Можно там с животными, но не Азия. Это я вынуждаю вас, это я, наверное, вас побуждаю. Ваш код, ваш генетический, ваш культурный код, фашизм, понимаете, русизм. Об этом говорил Джохар Дудаев. О чем вы мне приписываете, дорогие вы мои? Когда сейчас война началась, когда тяжело, вы начали сейчас, мы все братья и так далее. Какие вы братья? У вас вот сейчас в прямом эфире, прямо сейчас, есть каналы, которые занимаются выявлением кавказцев, азиатов, собирают их под видом борьбы за права русских, 3-10 и отправляют на войну. Русская община, канал называется, я об этом делал ролик, рассказывал о нем у себя в стримах. Это самая настоящая фашня. Где вы? Когда мечеть построить? Понимаете? Мечеть в Москве, 12-миллионном городе, мечеть построить. Вы, которые боитесь просто своей тени выйти на митинг, вышли толпой, рожи такие здоровые. Почему не на войне? Не на вашей СВО, почему? Вышли против мечети где-то, в Подмосковье где-то, где там хотели построить мечети, и вы так возмущались. У нас в Гамбурге 2 миллиона населения. У нас мечетей больше, чем у вас в Москве. В Лондоне их несколько тысяч. В Америке, там, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, где вообще не живут мусульмане. И коренных там нет мусульмане. И маленькая группа. Там больше, чем в Москве. А вы якобы такая вся такая промусульманская, у вас там всегда все религии вместе жили, там, конечно, абсолютнейшая ложь. Все, что у вас исходит из вашего телевидения, из вашего рта, это ложь абсолютнейшая. Вы самые настоящие фашисты, понимаешь? И вот сейчас он ходит, собирает всех вот этих, пока Абти Алаудинов, русский офицер,
уроженец Ставропольского края, рассказывает, что вы там, он воин Иисуса Христа, что вы там какие-то там братья русские и мусульмане, христиане, мусульмане, братья, там вот эти сказки рассказывают, ФСБшные вот эти представители от русской общины канал ходят на рынке, цепляют охранника чеченца одного зацепили, он там якобы кого-то обидел, какой-то пьяный что-то украсть хотел, он ему не дал украсть, пошел пожаловался русской общине, те пришли, избили толпой человека и отправили его на войну в Украину. Все, мобилизовать. Чеченец, охранник, приехал из Чечни подзаработать себе. Охранников. Защищать, то есть, вас, русских, он приехал. Магазин защищать, чтобы не воровали, чтобы вели себя порядочно. А его отправили на войну. Узбеков, таджиков собирали. Прямо это говорят, русская эта община. Вы махровые фашисты. Что вы нам рассказываете? Чем вы рассказываете? Вы можете прикрываться, конечно, вот этим всей болтовней. Но это все туфта. Полная. ابتي يك يقابو كوك أميلدو تشينيت بوشويك يك هايبو كودوش تحاش تصايل لقر خيج ده شو غسوي قميل ها ابتي يك هايو هو ابتي يوتك يقا ابتي تعوما خير هو يوتك يق داجي الجمهورية هون داق أحو وقت بو يحول أصون ساسكتي وقتون قويتون ويويات غز هم يريل ومرغبة تدوك إيتا دات سويت قشنريش دات شو يوي Так, Закаевский накрыл, да, дякуешь. Ну, давайте дальше, друзья. Русские еще кричали: Россия для русских, Москва для москвичей. Да-да, чеченский селянин, всегда так делали. Хадаю петух, чечен. Чечен нё, хуё, говно умайорил. Хадаю петух. Бо асюг лично. Юй гойтерду. Оейтанил, хадаю петух. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Поехали дальше, да. И хайнцалич, саақоп, чу йоғы, ишт қамялю, да, да юитқо. Ума яятсо, ума йочсан, да юит. Так, Тимберг, ассаршабеже модератор, штабовых шпарон, дигду, аяздин. Управление правами модератора. Удалить. Задавох компаке, чтобы не было проблем. Машвовер, Тимберг. Вот, мне вот что интересно, почему ты высказал слава евреям? Ты не по адресу пишешь. Я, мой друг Авай, вместе самбо занимаем и учимся. Тех ничего против него не имею, его религии. Ну, молодец, ты, наверное, один из немногих. Так. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, Агамед. О, комментариев много. Ассаламу алейкум. Почему так? Аслан, да, Алласа. За демократию, да, хвай, будем следовать избранным народом политикам. Руслан, да, идук, вань, вишек. Самое интересное, стрим на русском, поэтому я по-русски скажу. Ну нет, ногчим атлаулас. От Украины, дуку дуете, да, стомбеш бу, қахюкш бу, реально қахюкш беш бу, рекламный бу, цеябанаш бу, тайп-тайпан бу, қахюкш беш бу. От шей айдлан ти тойжан, да, цгарч, а да он цеуш цоки чуац. Ну, я не могу понять. Хунце да царис. Кичуаца.
Так, я националист, я расист, а ты узбек. Понятно. Получается, большинство сейчас не любят Кадырова, тогда почему не скинут его и не поменяют? Амир Джамакулов, ты просто гениальнейший вопрос задал. Просто ты идеально все понимаешь, да? Просто тебе переслушать мой стрим придется с самого начала. Вот теря он 20. Теря оксуан, теря ватсу. Валейк салам. Я с Украины поддерживаю. Спасибо, Бомбило. Ичкерия будет свободна. Да, Алмула. Кто взорвал школу с детьми? Русские, конечно. Да? Европейский суд по правам человека и матери Беслана назвали Путина палачиной и заказчиком этого убийства. Так. Асан, по мне есть очень много сходства между евреями и чеченцами. Я думаю, надо наконец-то создать союз Ичкерии, Израиля и США и военная база в Ичкерии. Эд, я полностью поддерживаю это, просто пока никто не выходит на связь. Мы-то за, ну, с президиумом нашим пока на контакт никто не уходит. Я поддерживаю, конечно же, объединение с такими мощными государствами, как Израиль и США. Это было бы для чеченцев сейчас в этой ситуации рука помощи. Не воспользоваться трудным положением и попробовать вогнать в кабалу, а наоборот, сейчас, видя положение, проявить великодушие и протянуть руку помощи. Я думаю, мы, чеченцы, были бы в 1000 раз благодарны, чем когда ты в трудном положении, тебя раз как-то обкладывают какими-то там, понимая, в каком они, какое положение у них. Ну, конечно, политика есть политика, не знаю, как там будет, и решать это не мне, а нашему президиуму. Но я, конечно же, целиком полностью поддерживаю эту идею и хочу этого, очень сильно хочу. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, Минкайло. Гирихан, ва алейкум салам. Привет, я русский. Очень хорошо, Зиро. Если ты не имперец, то мы тебе рады на нашем канале. Если ты не русский империалист, то мы рады тебе на этом канале. Ты уважаешь Гитлера, говорит Ромель 45? Нет, я Гитлера не могу уважать. Ты меня, конечно. Извини, да. Гитлера уважать мы не можем, да. Я наполовину еврей, говорит. Сергей, ты только что говорил, что ты русский. Ты определись, ты наполовину еврей или русский? Потому что если тебе наполовину еврей, то твоя еврейская кровь победит твою русскую кровь. Поэтому можешь... Или это не ты писал, что ты русский? Так. Баркал, Арон, Баркал. А вообще, Мичалил шо, не ост. Илюра, модераторса. А Мичалил шо, куда ты делся? А? Эйдл, дуэрамца муэртон, не ост. Тимберг, Рюглёнсо.
Хорошо, хорошо, знаешь, для меня волчица, молодец. Я здесь, бро, постоянно. Окей, да. Вот ТР пишет, я тоже чеченец и поддерживаю Израиль и Америку, свободная Ичкерия. Большинство чеченцев именно как ты и рассуждает ТР. Много пропаганды, многие не понимают, куски вырывают из того, что мы говорим и делаем, и пытаются преподнести, что мы враги там чеченцев, враги мусульман, враги свободы и так далее. Это абсолютная ложь. Мы, наоборот, за то, чтобы чеченцы освободились от фашистского русского ига, и только Америка, только Запад, только внешние страны нам могут помочь в этом. Потому что мы оккупированы, мы пережили геноцид. И для того, чтобы оклематься, прийти в состояние, в котором мы были в 91 году, нам нужно 10, 20, может быть, 30 лет еще. И они нам предлагают просить помощи не у Америки, не у Запада, не у Израиля. Они просят просить помощь либо у русских, или арабов, которым на нас плевать, либо у такой же империи Турции, либо сидеть тихо и не вякать. Вот что они нам предлагают. Это фактически враги чеченского народа. Они могут быть умышленными, понимая, что они делают, а может быть просто неумышленно они, не осознавая, что они делают, наносить вред. В нашем случае, в постгеноцидном, историческом, вот сегодняшнем моменте нашей истории, нам разницы нет. Умышленно человек работает против нас, или же это просто необразованный тупой болван. Нам разницы нет. Поэтому сейчас нам разбираться особо не до чего. Да? Аслан, ты поддерживаешь Ичкерию? Ну, конечно, Ичкерию нужно написать с большой буквы тебе было. Ну, странный вопрос, ты уже вот так упорно мне пишешь, очень странно. Ассаламу алейкум, почему США флаг на стене? А потому что, да, Аслан, необходимо уходить на татскую диаспору Израиля и вести с ними диалог, чтобы они смогли нам чем-то помочь. Ну, ты имеешь в виду горских евреев, наверное. Наверное, тех самых евреев ты имеешь в виду, которые с Кавказа договорились. Это, наверное, наши грозненские евреи, которые Кадырова мечеть построили. Когда уже крест на нас поставили, с ними договариваться я не вижу лично для себя никакого смысла. Эти люди выбор уже сделали. Если есть нормальные евреи, которые не связаны с Россией, с Кадыровым, с ними будем разговаривать. А те, кто кровавого тирана, убийцу Кадырова, это не Кадыров, это Россия, но это предатели России на территории своей страны Израиля построили мечеть, я с ними разговаривать не вижу никакого смысла. И вообще я открыт для диалога и сижу здесь со всеми. Кто хочет со мной уходит на связь, мы общаемся и разговариваем. Поэтому за кем-то ходить, если им не нужно, тоже нет смысла. А с этими товарищами, которые мечеть Кадырова, российскую мечеть, никакая она, не Кадырова мечеть, имени Кадырова они ее назвали, это ФСБшная мечеть, которая занимается сбором разведданных на территории вот этого населенного пункта. Эти люди себя уже проявили. И если мы будем ставить вину Западу, другим
за то, что они коллаборационировали с нашими убийцами, то евреям мы тоже будем это ставить в вину. Всем будем мы это ставить в вину. Я, например, свободный человек и не собираюсь не говорить то, что я вижу и то, что я знаю. Ты тоже предатель, Израиль поддерживаешь. Почему, если я поддерживаю Израиль, я должен быть предателем? Предатель, если ты Россию поддерживаешь, вот это ты можешь назвать предателем. А если я поддерживаю Израиль, если я поддерживаю Германию, или я Папуа-Новую Гвинею, при чем здесь я предатель? Кого я предал? Кого я предаю? Машал, дорогой Гастандели, Шаламашал, Ойль, Шамсат. Хорошо, Амир, отношусь, очень хорошо. И к абазинам, и к абхазам, и к черкесам, ко всем хорошо. Даже к русским я отношусь хорошо. Даже я это говорю, потому что много империалистов среди русских. И они нас убивали. А если это не имперец русские, никаких вопросов у меня нет. Поэтому все эти национальности меня спрашивать не надо. И эту национальность. Ко всем идеально, отлично отношусь. Ты грознец? Да, я родился и вырос в Грозном. Так. Израилю просто необходим такой партнер и союзник, как Ичкерия. С мусульманами в парламент Израиля есть представители мусульман и партия. Да, Эд, я знаю, что есть представители, арабы есть, заседают в Кнессете, много живет в Израиле арабов, мусульман, абсолютно спокойно исповедуют свою религию, их нигде не ущемляют, живут себе и так далее. Я это знаю. И то, что вот, нужен партнер, наверное, нужен. Ну, не вижу никакой реакции не вижу со стороны Израиля, хотя я писал и Натаньяху я писал, и другим писал, чтобы наш президиум поддержали, и открытые письма писал, но говорю, пишу все, ну ты видишь сам это прекрасно. Мы станем хорошим, надежным, верным союзником и проводником вот этих, мостом между нами и воротами в Европу, южными воротами в Европу. Ну, я так вижу, но видите, нам нужна помощь, нам нужны честные, хорошие отношения начинать, чтобы справедливые. Не так, что вот не искушены в политике, сейчас тяжело, потом-то мы будем искушенными, потом у нас будет опыт, потом у нас будут специалисты, и все это будет видно, поэтому по-честному, по-братски, по-настоящему, да, по-братски, может в политике не получается, все будет с удовольствием, это ты же знаешь, мы только за. Так. Вот здесь опять несут только и Марат Кавказ. Это все утопия. Нам не нужно впрягаться за другие регионы Кавказа. Нам необходимо говорить только и только за Чеченскую республику Ичкерия. Абсолютно так, Гадакси или Гэлакси. Абсолютно так. И Марат Кавказ это незаконное образование. Это образование, которое несколько людей, в том числе в лице Доки Умарова, объявили о создании. Это организация, это не государство, это организация, которая вела религиозную борьбу против оккупации всего Кавказа. Я не вижу, что Эмират Кавказ должен быть нам каким-то врагом, там, гонять его и так далее, но
эти люди ни в коем случае не должны распространять свою вот эту Имарат Кавказ на нашу суверенную демократическую Ичкерию. Дока Умаров не подписал ни одного документа, он это словами только объявил, нету ни одного приказа, что Дока Умаров сложил в себя полномочия президента Чеченской Республики Ичкерия. Этого документа в природе нет. А если он не подписано и не опубликовано в соответствии с Конституцией Чеченской Республики Ичкерия, это незаконно. А то, что Дока Умаров пытался спасти сопротивление, пытался расширить боевые действия на весь Северный Кавказ, привлекая искренних мусульман, которые хотят бороться, это его право, он делал то, что мог. Сейчас это у нас возникают какие-то трения, непонятки из-за этого, но это как бы Ичкерия это не имеет никакого отношения. Поэтому, и ты прав, мы не должны никого тянуть. Если есть отдельные бойцы, которые хотят воевать против России, погибать, сражаться, это одно. А другое дело, когда мы весь народ скажем, что вот хочешь, не хочешь, там Дагестан, ты должен быть частью Эмирата Кавказ. И мы настаиваем на это. А люди скажут, нет, мы не согласны, мы хотим жить с Россией. Или хотим жить отдельно вообще, ни с кем мы не хотим жить отдельно. Ну что мы, насильно будем затягивать, с новой империей станем? Нет, конечно. Все должны проявлять свою, и причем инициативу. Причем вот этот Эмират Кавказ очень сильно рекламировался русскоязычным турецким изданием «Кавказ-центр», который активно нам навязывал эту повестку Эмирата Кавказ. И мы знаем, что такое Кавказ-центр, кто такой Маулади Удугов, который в начале вот этой войны так себя хорошо показал, и во время войны себя так хорошо показал. Поэтому нам это все абсолютно как бы неинтересно, что там турецкие спецслужбы. Смотрите, мы должны понять, у Израиля проблемы с арабским империализмом. У нас, у чеченцев, проблемы с русским империализмом. У курдов проблемы с турецким империализмом. И вот есть еще Иран, Персидская империя. Вот эти империи против демократии выступают. Причем каким-то образом Турции удается находиться и внутри НАТО, и еще пытаться воссоздавать свою империю. Как это пытается это делать, это уже другой вопрос. Но то, что у нас у всех проблемы с империалистами, с империей. Сейчас у Украины это проблема. Как-то так, да. Очень, Виталий, очень наивный вопрос, который вы мне задаете. И вновь вот подобные вопросы приходится отвечать. Представим, что Кадыров сдох, и вся им построенная система власти рушится. Ваши действия. В вашем вопросе кроется заблуждение, большое заблуждение. Кадыров с 3 классами образования человек не может построить никакую систему власти, понимаете? Он не прочитал ни одной книги, чтобы построить систему власти. Вся эта система власти, это ФСБ по Чеченской Республике управляется. Понимаете? И администрация президента фашистской России. Вот управляется. Когда Кадыров умрет, на его место уже станет другой человек. Автоматически, как на место его отца стал он, когда он умер. Поэтому, что случится, Виталий, вот я смотрю, у вас по-украински написано ваше имя. Что случится, задайте себе вопрос, что случится, если умрет Пушилин в ДНР? Объясните, вот что случится, если умрет Пушилин? Какие ваши действия? Что сделает Украина, если умрет Пушилин? Вот такой же вам ответ. Как вы 2 года, 10 лет воюете против России и задаете такие вопросы? Неужели так трудно понять, что мы оккупированы, что в отличие от ваших ДНР, Пушилиных, мы потеряли 30% своего населения перед тем, как попасть в оккупацию? Москву гасить надо, говорит Виктор. Абсолютно так. Голова находится в Кремле и на Лубянке. Джохар Дудаев говорил, не надо бороться с хвостом. Нужно бороться с головой, которая находится на Лубянке и в Кремле. Вот что. А нам пытаются из Кадырова сделать какую-то фигуру, которая она там что-то решает, что он там и так далее. Нет, это всего лишь картинка, которую нам показывают. Жестокая, подлая, в богатстве утопающая, там его обслуживают, живут.
Вот так его могут ликвидировать. Вот кто его кормит, ему еду накладывает, вот он его может 2 секунды ликвидировать, как только поступит приказ. Понимаете? Там все вот вокруг Кадырова, Адам Демельханов, ФСБ, Апти Алаудинов, военные, Главное управление Генерального штаба, военные, Апти Алаудинов. Магомед Даудов, военный, тоже Главное управление Генерального штаба. И эти все люди вокруг него, они каждый являются представителями ФСБ или ГРУ. То же самое в Ингушетии, то же самое в Дагестане. Там нету людей, которые не являются агентами или действующими офицерами или агентами спецслужб. Вот какая там система выстроена. Нету там никаких Кадыровых, там что-то там, клан Кадыровых, млан Кадыровых. Нет. У Кадырова, да, есть группа из этих, таких же, как он, которых он собрал, людоедов, убийц, палачей. И все. Вместе с Америкой. Говорит, надо русню, да, ты это имеешь в виду, что вместе с Америкой? Кадыров в своем колхозе проголосовал. Это тоже ровным счетом ничего не имеет, значения не имеет. Единственное, что имеет значение, то, что делает РДК, Легион Свободы России и батальон Сибирь. Вот настоящие русские оппозиционеры. Я их таковыми признаю. Все. Остальное идти на выборы, там светиться, это вот то, что там Навальный, Ходорковский, напишите там бюллетени Навальный напишите, напишите там голосую против всех. Туфта. Это делается для того, чтобы показать явку на выборах. Понимаете? Ходорковский, Навальнята, они все эту систему пытаются сохранить. Только клинический идиот этого может не понимать, что идти на явки, это что, там, какую-то там пользу принесет. Ничего подобного, друзья. Ничего. Просто вас зафиксируют, что вот есть специальные люди, наблюдатели. Становится человек перед избирательной комиссией. Я просто участвовал наблюдателем на выборах в Москве, президента, вот этого так называемого парламента, еще в 2011-2012 годах. Когда Навальный, Собчак, Милов, вот они все сливали вот эти все протесты, вместо того, чтобы пойти на Кремль, они слили тогда вот эти все протесты. И вот обычно как делается, чтобы посмотреть, какие участники, сколько посещаемость была, перед избирательным участком нанимаются специальные люди, которые вот стоят щелчком, вот заходит человек, он щелкает, заходит человек и смотрит, сколько человек посетило избирательный участок. Это делается независимой специальной комиссией, которые потом, чтобы можно было сверить, сколько проголосовало. Да, ты не знаешь, кто за кого проголосовал, но ты знаешь приблизительно, сколько человек вошло. Вошло сегодня туда 500 человек в этот избирательный участок. А на выходе показывают, что 5000 проголосовавших. Значит, видно, что явно был вброс бюллетеней. И вот такие вот проверки делаются. И нужно для Путина, для ФСБ, для учреждения КГБ, нужно, чтобы была активность на избирательном участке. Показать Западу. Вы можете отрицать сколько угодно, они могут сказать. Но ваши наблюдатели независимые, которые стояли и фиксировали, сколько там заходит человек, они увидели, что пришло там столько-то людей. Что вы скажете? А сказать нечего. Пришли ведь люди? Пришли. И вот этого добивается и Ходорковский, фашист, обвиняемый в массовых, его подельник сидит за массовые убийства, Пичугин сидит, пожизненное лишение свободы получил. Даже для ФСБшников этот Пичугин, он сам бывший сотрудник КГБ ФСК, Ходорковского товарищ, его коллега, его компаньон по Лукойлу. Для них даже это было слишком кровавым преступлением. И вот эти люди пытаются показать миру, Западу, что Путин легитимен. Вы можете это понять? Все, кто предлагает под любым видом посетить вот это преступное действие под названием выборы, он является соучастником.
Понимаете? Как-то так, да. Поэтому мы должны все это понимать и пресекать. А настоящие оппозиционеры — это РДК, Легион Свобода России. Вот они добьются своих результатов. Так. Расскажи анекдот, говорит Яков Мугату. Расскажи анекдот. Как раз вспомнился один очень интересный анекдот, который я вам расскажу, друзья. Его рассказал Рейган, Рональд Рейган, президент Соединенных Штатов Америки. Собрались 3 собаки. Одна американская, другая польская, а другая русская, советская. И американская говорит: я когда мясо переем, я лаять не могу, говорит. Я когда слишком переем, говорит, мясо, я лаять не могу. Польская собака говорит: а что такое мясо? А советская, русская собака говорит: а что такое лаять? Анекдот тебе в тему просто вспомнился. Скажи, наши еще на границе с Россией воюют. Кто ваши, Петре? Кто ваши? Да, Рон, в точку, да. Ассаламу, ты против Палестины? Да вот достали уже, это отвлекают они, им нравится отвлекать от этой темы. Я не против Палестины. Для того, чтобы ты понимал, что такое Палестина, это территориальное географическое обозначение, как Кавказ. Израиль — это тоже Палестина, понимаешь? Это территория такая. Часть Иордании — это тоже Палестина. Немножко, чуть-чуть подготовьтесь к вопросам. Я говорю, да. Если я хочу сходить и проголосовать как гражданин России, я не должен этого делать. Ну, и если ты пытаешься услужить режиму Путину, то, конечно, ты тогда должен это сделать, если ты услужить хочешь. И неважно, за кого ты, Навальный ты напишешь, испортишь бюллетень, неважно. Цифры рисуются в ЦИК, Центральной избирательной комиссии. У Панфилова это рисуется, а не там, где вы там испортите бюллетень и так далее. Понимаете? Важно, чтобы ваше физическое присутствие там находилось, и это было зафиксировано там человеку, который будет на входе считать, если будет, или журналисты там заметят активность всякую разную. Понимаете? А если будет мертвая тишина, тогда уже вопрос будет совсем по-другому стоять. Вот о чем я хочу вам донести, чтобы вы поняли. Алейкум салам. 0595, ты такой дагестанский чечен, короче. Ну, все российское у тебя. 0595. Так. Ассаламу алейкум. Смотрел тебя 2 дня назад ночью, ты много интересного рассказал. Ich bin auch aus Deutschland. Неприятно, что столько здесь пишет. Эмиль, валейкум ассалам. Ну, видите, люди специально готовят, платят тролли специальные, которые сидят, вот только этим и занимаются. И тут в ТикТоке, сейчас они переместились на YouTube, потому что YouTube
блокировка с нашего канала снята. У нас сейчас по 2000, вот недавно сейчас больше 2000 нас смотрело. 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч у нас просмотров, стримы начали расти, то есть наш канал уже все свободен, и ту нашу правду, которую фашистская русня пыталась затаить, она прорывается, и она будет прорываться, а мы будем ее прорывать и добиваться будем, несмотря ни на что. Поэтому они пишут вот жалобы, пишут комментарии, пишут оскорбления. И это говорит о том, что мы все делаем правильно. Если бы они нас не замечали, то тогда бы я бы волновался, что-то я делаю не так. А значит, я все делаю правильно. Алейкум салам. Уважаемый, спасибо. Не за что. Не за что. Я ваш ник прочитать только не могу. Славься Ичкери. Аминь. Салам от узбеков. Салам. Allah is mistreeton. Allah is dikriet gezoon. Onbara. Ik geef iets korda ben. Ik heb me wel. О, одно и то же. Отличие, да, шайбуа лучше, да, спекарш. Все правильно, Ичкерия США должна быть. Ичкерия США быть не может. Ичкерия независимое, суверенное государство, которое таковым останется навсегда. Дружить и быть союзниками нам просто жизненно, для безопасности, для нашей жизни просто необходимо. Асан, я спрашиваю у тебя уже в который раз, почему Ичкерия, почему не Нохчи Чеченская республика? Название, которое может объединить больше Нохчи чеченцев. Потому что это уже принятое решение, Чеченская республика Ичкерия, она уже обозначена так. И сейчас мы ничего, вот отвлекаться на это не стоит. Это не важно, Ичкерия она называется, там, я не знаю, Марс, Луна, Юпитер, не важно, как мы ее обозначаем. Это говорит о том, что под этим флагом сражались, под этим флагом получили независимость, свободу, создавали государство под этим флагом. И вот это государство существует. Поэтому это не тот предмет, тема разговора, который мы сейчас должны обсуждать. Неважно, как называется. Важно то, что речь идет о свободной Ичкерии, о свободной Чечении, свободных людях. Как вам мешает этот американский флаг? Я удивляюсь. Я жалею, что я его раньше не повесил просто. Все ты делаешь правильно. Макс Сергей, спасибо, Макс, за поддержку. Так. Так, мы уже более 100 минут в эфире. Неси людям правду, ты можешь. Этим и занимаюсь, Сош. Этим занимаюсь, брат. У нас в Молдове очень много про Путина. Есть ли тут чеченцы за Ичкерию? Конечно, есть здесь все за Ичкерию. Ну, есть тролли, конечно, мы все за Ичкерию. Слава Путину и Палестине. Вот и все, защитники Палестины. Вот и когда путинисты за Палестину, вам просто от самих себя не воняет вот топить за Хамас, за этих ублюдков просто. Вот заходят путинцы, у Хамас висит везде, в Палестине везде плакаты с Путиным висят. И вот вы тоже топите. Хорошо, что я не с вами делал.
Ичкерия будет свободна. Обязательно, Томас, обязательно. С передовой привет. С передовой Вернадский. С какой передовой? С нашей передовой или с российской передовой? Любой чеченец должен желать независимости Чечении. Да. Привет из Армении. Привет. Как думаешь насчет Карабаха? Я уже 100 раз отвечал на этот вопрос. Каждый армянин считает своим долгом зайти меня об этом спросить. 100 раз отвечал. Гугу, Гай-Гай или Гугу. Красава, правда говорит. Умный мужик. Дякую. А там написал и тут написал. Ну как это потом объяснить? Смотрите, зашел сюда, написал. Привет из Армении, как думаешь насчет Карабаха? Зашел сюда, привет из Армении, как думаешь насчет Карабаха? В ТикТок он мне пишет и здесь пишет. Ну как это так понимать это? Человека интересует вопрос Карабаха, или ему нужно сказать мою позицию про армян, про Карабах, и как-то использовать это в своих целях, потом показывать армянам, потом показывать азербайджанцам и так далее, и так далее. Вырезать эти куски, ну, просто хотя бы в разное время пишите, вот доктор и вот этот с крестом здесь человек. Сергей, а что ты здравствуйте на русском написал? Путин, Чаушеско 2:0 будет. Ну, может быть, Путин будет Чаушеско 2:0, а может, Путин будет Николай II. Судьба Николая II может постигнуть. Какой политический прогноз может дать для Чечении на ближайшие 20 лет? Илья Картофель. Я, конечно, так далеко загадывать. Это очень сложно, слишком мало у меня информации, чтобы так далеко загадывать. Но я тебе могу сказать, что на ближайшие 3-5 лет Чеченская республика Ичкерия, что произойдет, я могу тебе. Дело неблагодарное, это как бы только лишь мои предположения, но они основаны на моем анализе и тех событиях, которые происходят. 3-5 лет Чеченская республика Ичкерия будет признана международным сообществом. Президиум правительства Чеченской республики Ичкерия будет признан международным сообществом. Мы изберем себе парламент и президента. Чеченская республика будет деоккупирована. Вероятно, мы заключим союз, военный союз с Соединенными Штатами Америки. Мы установим базу на территории, ну, может, не через 5 лет это произойдет, но в процессе это может происходить. Может быть, и через 5 лет это произойдет. Мы изберем себе президента парламента и будем потихоньку двигаться в правильном направлении, цивилизованном развитии. Прот 86 мечтает дальше. Вот я русских фашистов хочу спросить. Вот что вам не нравится? Вот что вам не нравится? Что вот мечтать, когда мы хотим свою страну? Ну, что вам от этого, скажите, ублюдки? За что вы так держитесь за нас? Сами вы не живете, сами по горло в дерьме вы находитесь. И нас туда тянете. За что просто? Объясните. Вот просто вам нравится, когда сами страдаете и другие страдают. Вы вот такие вот извращенцы просто, я не могу понять.
Ну хорошо, страдайте. Мне не нравится, что вы страдаете, но если вам это нравится, полный вперед. Нас зачем туда тянуть, а? Вот мечтая, вот я говорю о независимости, о свободе, все, маленькая Чечня, она вам ничего не дает. Вам лично вообще ничего она не дает. Там Путину нефть она дает. И все. Какие же вы заслуживающие то, что с вами будет происходить. Уже происходит и будет эти годы, этот год, следующий год будет происходить. Вы это заслужили, вы напросились, вы бегали за этим. Вы это получите. Тюрьма народа абсолютно точно. Абсолютно точно. И он еще пишет, русский пишет Ахмад Салас. Силас. Ахмад Силас. Ахмад это тот, кто... Это чисто ваш человек. Абсолютно-то это путь Ахмада, это путь русского империалиста. И вас, почему его нравится, почему ваше ФСБ его поддерживает? Потому что это ваш путь. Войти в доверие, назвать братом и нанести удар в спину. Вот что сделал Ахмад Кадыров. Вошел в доверие, назвался Масхадову, президенту, чеченскому народу, муфтием, братом, третьим, десятым. А потом нанес удар топором в спину. Вот это и есть ваш путь. Вот поэтому мы не хотим с вами, понимаете? Не хотим просто. Мы хотим жить свободно, своими традициями, своей культурой, своими понятиями о мировоззрении. Ай. Ну, главное, после каждого стрима, наши стримы смотрят сотни тысяч, после каждого стрима 500, 1000, 2000 человек подписываются. Не пишите комментарии, кто находится в России. Не ставьте лайки, друзья. Это для вашей безопасности. И не распространяйте ссылку. Но смотрите, не пропускайте наши стримы. И как можно больше распространяйте информацию о нас, но соблюдайте свою безопасность. Это самое важное. Укромасад, ведущий Деймон, вот он верно говорит, что в Рашке нужно уничтожить самые низы, полицию, ФСБ. Укромасад это говорит, да? Но об этом мы уже давно твердим. Просто нас затыкают, и на территории Украины нас не жалуют. Я даже, знаете, удивляюсь Украины. Вот Ахмед Закаев самый настоящий симулятор. Это не представитель чеченского народа. Он абсолютно никого, его чеченский народ не поддерживает. Вот зачем вы его там держите, украинцы? Подоляк, Геращенко, там другие, третьи. Сейчас Ющенко, бывший президент, тоже сидит на каком-то там мероприятии. Ахмед Закаев раздает медальки, которые он не имеет права раздавать. Это абсолютно нелегитимный человек. Почему ни один журналист не задает ему вопрос, который я задаю, тут сижу? Что вот его человек из его правительства, так называемого, его симулякорского правительства, вербовал меня, склонял меня на работу на российские спецслужбы. Почему вас это не смущает? Украинские журналисты, если вы там остались какие-нибудь еще, есть у вас там совесть, если есть честь у вас есть. Почему Гордон, например, приглашает Кутаева Руслана к себе на канал? А? КГБшник Гордон у КГБ СССР, который абсолютно уже и не скрывает такой, приглашает Руслана Кутаева. Руслан Кутаев якобы представляется, что он был соратником Масхадова, но Руслан Кутаев человек, который говорит, мы никогда не уйдем из России, мы часть России, мы хотим жить с Россией. И это всегда, это российский офицер, как мне сообщают, вот Муса Таипов, есть представитель во Франции, Чеченской Республики Ичкерия, он мне дал фото, где есть в форме этот Кутаев Руслан, в военной форме, российской военной форме, и вот это вас устраивает. Настоящих чеченцев, ни Аллу Дудаеву, ни Мусу Таипова, ни Аяда Идигова, других вы не приглашаете. Чеченские бойцы, которые находятся в Украине, тоже очень себя странно ведут. Уже сколько я об этом не говорю, молчу специально. Вообще, как будто это их не касается. Да, воюют, сражаются, кто-то рядом с Ахмед Закаем становится, фотографируется еще. Я не понимаю, куда вы идете, к чему вы идете, для чего вы это делаете. И украинцы для чего это делают, и западные спецслужбы для чего это делают, турецкие спецслужбы свои имперские вот эти амбиции преследуют. Удивляюсь просто, чеченские бойцы себя, которые не запятнали, ну молчат, вне политики они. Хорошо, это тоже хорошая позиция, правильно, хотя война это есть та же политика.
Это есть политика. И под чьим-то флагом все-таки нужно выступать. А если есть флаг, значит есть и власть от этого флага. Но почему-то власть, нам никто не говорит о власти. А почему не говорит? Знаете? Потому что есть Аят Идигов, который очень принципиальный человек. И он не позволит торговать интересами чеченского народа и чеченскими вещами, государственными атрибутами. И из-за этого Аят Идигова все сторонятся. А вот если вам ничего не нужно от Аяда Идигова, если вам не нужны доржи, бохчи, там, имя, слава, тогда вы пойдете к Аяду Идигову и поддержите наш президиум правительства. Как это сделал я. Мне абсолютно ничего не нужно, и я его поддерживаю абсолютно. И у нас с ним абсолютное взаимопонимание в этом смысле. А если кому-то что-то нужно, да, тогда, конечно, тогда в этом смысле Аядом Идиговым вы ничего не поимеете, ничего не заработаете. Да? Это правда. Потому что он стоит на страже чеченского народа. Он и весь президиум стоит на страже чеченского народа. И за это я их поддерживаю. Друзья, на этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Это очень важно. Друзья, если вы находитесь не на территории фашистской России или временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, распространяйте ссылку на наш стрим как можно больше. И все будет Ичкерия. Слава Украине! Господи, благослови Америку! Адикёль маш оль бюстер алёль массера. Кстати, еще одно объявление, друзья, пока не разошлись. Буквально через 2 часа, возможно, чуть попозже, потому что месяц Рамадан, состоится прямой эфир с президиумом правительства Чеченской Республики Ичкерия, Аядом Идиговым. Сегодня состоится очередная платформа открытого диалога, где вы напрямую сможете задавать вопросы, писать вопросы, я буду задавать ему, и принять участие, самим задавая вопросы, также по ссылке в Telegram, которая будет обязательно вывешена у меня на канале в YouTube. Всего самого хорошего. Через 2 часа жду вас снова. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку. Адикёр маш оль бюстер алёль массера.